Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. В Якутии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений. По информации МВД Якутии, факт незаконной заготовки был выявлен сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции летом прошлого года. В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлен злоумышленник, 54-летний уроженец Магаданской области. Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, занимающейся геолого-разведочными работами, не имея соответствующего разрешения и сопроводительных документов, дал распоряжение подчиненным работникам по проведению буровых работ на участке ручья Сарылах выдела Эмиконского участкового лесничества, в ходе которых с марта по июнь 2020 года были спилены более 170 сырорастущих лиственниц. Объем уничтоженного леса превысил 67 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду республики, составил около 200 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Отмечается, что причиненный ущерб фигурант полностью возместил. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи завершили расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере юридических услуг. По информации регионального МВД, экс-директор юридической компании обвиняется в совершении 28 эпизодов мошенничества при оказании юридических услуг и оформлении земельных участков. Следователи установили, что на протяжении 2 лет, с 2016 по 2018 годы, он предлагал многодетным семьям, а также пожилым и иным социально незащищенным гражданам оформить в собственность и в аренду земельные участки со всеми коммуникациями в Якутске без очереди, именуя установленный порядок. При этом он заверял клиентов о наличии в его распоряжении земельных участков, которые в действительности принадлежали другим лицам и организациям, знанием юридических процедур и связями в органах власти. Таким образом, фигурант путем обмана заключал с потерпевшими фиктивные договоры от имени организации с условием полной предоплаты. Впоследствии условия договора не выполнял. В результате он обманул людей на сумму свыше 13 миллионов рублей. Обманутые граждане не могли вернуть средства в порядке гражданского судопроизводства, так как по условиям договора деньги возврату не подлежали. В 2018 году мужчина прекратил деятельность юридической компании и скрылся в Москве, где и был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Якутск. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Коллектор осужден за мошенничество в Якутске. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Выяснилось, что он склонил 5 должников к передаче ему денег в счет погашения задолженности по кредитным договорам наличными вместо перевода на банковский счет организации. Полученные от граждан деньги в общей сумме более 700 тысяч рублей он присвоил себе. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил его к принудительным работам сроком на 3 года с удержаниями заработной платы 10% в доход государства. Отмечается, что при вступлении приговора в законную силу сумма причиненного гражданам ущерба подлежит возмещению осужденным в порядке гражданского судопроизводства. Житель Мегино-Кангаласского района осужден за применение насилия в отношении представителя власти. По сообщению прокуратуры региона, подсудимый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно по отношению к наряду полиции, прибывшему к нему домой в связи с жалобами от соседей. В последующем, в присутствии своих товарищей, он ударил по лицу сотрудника полиции. По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.